Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ, в студии Фархат Иванов. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. В Челнах начали продавать арбузы. Можно ли уже покупать сладкую ягоду? Лодочные станции и пляжи проверят. На водоемах стартовал сезон навигации для маломерных судов. Пенсионеры приняли участие в IT-олимпиаде. Как студенты старшего поколения справились с заданиями? Челнинские спортсмены собрали урожай медалей. В Самаре прошли соревнования по синхронному плаванию. В набережных Челнах начали продавать арбузы и дыни. Бахчевые культуры привозят из Ирана. Скоро поступят из Узбекистана. Но прежде чем попасть на столы потребителей, товар ждет обязательная проверка. На что исследуют арбузы? Ответ узнаете в нашем материале. Сезон российских арбузов стартует только на экваторе лета. А пока можно побаловать себя лакомством из Ирана. Впрочем, челнинцы по-разному относятся к тому, что бахчевые начали продавать в мае. Я уже брал не первый раз арбузы, и постоянно они сладкими попадались. Ничего в этом страшного нет. Хорошо отношусь. Кушаем с апреля уже. Вкусные арбузы, они по сезону, иранские, нормальные. Думаю, ранние еще. Очень ранние. Они, наверное, в теплицах выращены, на химии. Но продавцы уверяют, арбузы выращены не в теплицах, а в солнечном Иране. Хорошие арбузы из Ирана идут с конца апреля по июнь, по середину июня. И опасаться их не стоит, потому что как раз-таки именно в это время арбузы идут самые спелые, достаточно самые вкусные. И самое главное, что они проверены уже на таможне. И действительно сюда попадают настоящие вкусные арбузы. А еще продавцы раскрыли секрет, как можно выбрать самые настоящие вкусные арбузы по звуку. Во-первых, мы узнаем ее по стуку. Вот видите, стук должен быть такой аккуратный. Ведь если сильный такой стук, он может быть не поспевший, например. Вот смотрите, как барабан стучит. Но звук арбуза не способ проверки. Это тот самый случай, когда говорят: доверяй, но проверяй. Вы только посмотрите, какой сочный, спелый, красный арбуз. Его так и хочется скушать, но перед этим его необходимо проверить на наличие опасных веществ и нитратов. Поэтому ветеринары из каждой партии отбирают небольшой плод арбуза, и в специальной лаборатории уже проводятся исследования. Такие исследования проводятся каждый раз, как только на рынок поступает новая партия. Для точности результата арбуз разрезают, дольки натирают на мелкой терке, сок проверяют на наличие нитратов. Но перед этим обязательно визуальный осмотр. Проверка начинается с проверки документов. Потом смотрим на состояние продукции. То есть не должно быть побитости, ушибов, гнили. Все, что органолептически видно. Кроме того, арбузы проверяют на радиацию. Что касается сегодняшней проверки, то у ветеринаров нареканий к бахчевым не оказалось. Все показатели в норме. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. На челнинских водоемах стартовал сезон навигации для маломерных судов. Инспекторы ГИМС с профилактическими рейдами выезжают на лодочные станции и пляжи. Проверяют документы, состояние яхт и катеров, а также систему безопасности. Лилия Хабибьянова продолжит. Чтобы все было в рабочем состоянии. Сотрудники ГИМС проверяют как техническое оснащение лодочных станций, так и документацию. Под пристальный взор инспектора попадает все, и даже информационный стенд. К подобным проверкам руководитель лодочной станции уже привык. Стенд подготовить, документы все подготовить, таблички все обновить. Вон понтон 1, вон понтон 2, сейчас 3-й понтон оборудую, там у меня заправка будет. Особое внимание уделяют понтонам. Инспекторы проверяют наличие места для заправки и все, что касается безопасности и эксплуатации яхт-катеров. Состояние оборудования, оснастки, которые здесь находятся, в данном случае понтонных сооружений. 5 июня открытие сезона. До этого времени инспекторы ГИМС планируют проверить 8 лодочных станций Челнов и Тукаевского района. По словам инспекторов, уже есть первые нарушители. Основные нарушения у нас связаны с обеспечением безопасности пассажиров и самого судоводителя, а также с нарушением норм и правил судовождения. А это именно нахождение на запрещенных местах, на судовом ходу, в запретной зоне, а также там, где якорная остановка и стоянка запрещена. Перед открытием купального сезона инспекторы проверят все пляжи. Места массового отдыха людей должны соответствовать всем требованиям безопасности. Лилия Хабибьянова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.
В многодетном поселке Подсолнухи завершается строительство дороги. Сейчас прокладывают тротуары от улицы Машиностроительная до улицы Подсолнухи. Объект планируют сдать в конце июня. Успеют ли рабочие, узнала Лилия Хабибьянова. На улице Машиностроительная идет строительство пешеходных тротуаров. Сегодня рабочие успели принять всего 18 кубометров бетона. Это примерно 70 метров. Всему виной дождливая погода, говорят рабочие. От съезда от первого на данный момент проложено около 500 метров пешеходного тротуара шириной 2,25, высотой 0,12 слоем. Осталось пройти по этому пролету. У нас на готовое основание еще 200 метров есть. Дорожники пока работают с перерывами. Как только погода нормализуется, темпы строительства планируют ускорить в 2 раза. После Машиностроительной приступят к улице Подсолнухи. Пешеходные дорожки будут с одной стороны, по левой стороне проезжей части. Что по Машиностроительной, что по Подсолнухам. С левой стороны будет на данный момент. Потому что опоры освещения выполнены, освещение с левой стороны на тротуары. Общая протяженность дороги 4,6 километра. Это Машиностроительная километр 600 и 3 километра улица Подсолнухи. В конце июня официальное открытие дороги. Несмотря на непогоду, рабочие уверены, что успеют завершить строительство в срок. На данный момент на участке работают 7 спецмашин. Кроме тротуаров, продолжают обустраивать ливневые стоки. Лежащие полицейские и знаки дорожного движения уже установили. Напомню, строительство новой дороги обошлось 311 миллионов рублей. Лилия Хабибьянова, Ленар Султанов. Новости Челны ТВ. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблемы, которые вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 51 31 31. Оставьте свое сообщение на автоответчик в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео в WhatsApp по номеру телефона 8 939 311 31 31. Наши корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. И в снег, и в дождь приют человека готов помочь. Около 2 лет назад Рустам Гатин открыл полевую кухню и организовал раздачу вещей для бездомных. Сегодня у него свое помещение, налажена работа. Ему помогают предприниматели со всего города. Руслан Бекмухаметов подробней. Проект «Приют человека» Рустама Гатина начинался с кухни на колесах, пары палаток и группы активистов. Сейчас ему удалось построить небольшое помещение, где есть все необходимое. Гардероб, кухня, парикмахерская, кабинет, где принимает юрист и психолог. Здание отапливается, на улице дежурит карета скорой помощи. Мы можем оказать любую помощь, начиная с накормить горячей едой, дать сухпайок с собой, одежду подобрать, обувь, предоставить бесплатную юридическую консультацию, бесплатную психологическую консультацию. Вот за моей спиной как раз карета скорой помощи. Мы можем бесплатную медицинскую консультацию оказать и бесплатную медицинскую помощь. Мы можем оказать помощь в трудоустройстве, помощь в поиске жилья. Раньше приходилось договариваться с предпринимателями, искать тех, кто готов помочь нуждающимся. Сейчас о приюте человека знают все. 3 раза в неделю люди могут бесплатно прийти и получить полноценное горячее питание. В проекте участвуют не только бизнесмены, но и жители города. Они безвозмездно работают. К примеру, помогают в раздаче еды, распределяют одежду, наводят порядок. На достигнутом Рустам Гатин останавливаться не собирается. В планах открыть еще один подобный пункт помощи, только уже в поселке ГЭС. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 мая. ТЦ Грин, 1 этаж. Вы смотрите новости на Челны ТВ, и мы продолжаем. Нестабильная погода заставляет дачников задуматься, не рано ли готовить рассаду к посадке. На подоконниках садоводов уже давно взошли семена помидоров, перца, баклажанов, капусты. Какой урожай ожидает челнинка Мадина Мухамедьянова в нашем сюжете?
Мадина Мухамедзянова занимается огородом с 1994 года. Ежегодно челнинка сажает помидоры, огурцы, перцы, кабачки и капусту. Урожай всегда богатый, говорит женщина. Цены в магазинах растут, поэтому овощи со своего участка как никогда кстати. В прошлом сезоне удалось собрать более 100 кочанов капусты. Май в этом году холодный, капуста взошла плохо, расстраивается челнинка. Тепличную рассаду начинаем где-то в начале марта, потому что когда в теплицу она быстро растет. Но в этом году немножко, сами знаете, погода какая, вот капусту я всегда 1 мая сажала, те года, она к концу мая, она у меня всегда хорошая рассада была. А в этом году пораньше посадила, видимо, вот погода все-таки свои коррективы дает, капуста плохо растет. Но расстраиваться еще рано, говорят специалисты. Сейчас самое благоприятное время для посадки саженцев помидор, перцев, огурцов в теплицах. Рассада, которую мы выращиваем у себя в комнатных условиях там, или тепличка где-то, потом высаживаем в грунт, чаще всего она вся теплолюбивая. Поэтому для того, чтобы высадить ее в грунт, обязательно нужна теплая земля и теплый период погоды, хотя бы пока она приживется и пустит корешки. А это где-то дней 7-10. В теплице челнинки уже тянутся саженцы огурца. Колышки женщины не используют, только веревку. В пользу своих овощей не сомневается, растение ничем не обрабатывает. Я никаким раствором ничего не делаю, ничего. Вот единственное, когда капусту сажаю, через 10 дней я кефир или кислое молоко развожу на 10 литров воды и вот пол-литра поливаю. Челнинка надеется, что урожай этого года будет ничуть не хуже предыдущего. Сейчас все зависит от погоды. Арина Шамина, Кирилл Хабзейн, новости Челны ТВ. Французы в Челнинском театре. Татарский государственный драматический театр имени Аяза Гилязова вновь порадует горожан. Труппа репетирует спектакль по пьесе французского писателя Рафи Шарт «Мифоман» или «Мою жену зовут Марис» в режиссуре художественного руководителя Олега Кинзягулова. Лилия Гатина, одна из первых, увидела постановку. Жауид, так зовут главного героя спектакля, ввязывается в любовный омут и кажется, что выхода нет. Перед Жауидом встает непростой выбор – спасти семью, самого себя или сбежать от проблем, как он делал это ранее. Я в начале спектакля захожу и в конце спектакля захожу. Но обо мне весь спектакль говорят. Вот моя жена, моя жена, моя жена. Но моей женой прикидывается другой человек. Мужчина это или женщина, придете, узнаете. Спектакль по премьере французского писателя «Мою жену зовут Марис» или по-другому «Мифоман» был выбран неспроста. Во время репетиции другой постановки один из актеров отметил: «Если бы я одел женское платье, то сыграл эту роль по-другому». Художественный руководитель Олег Кинзягулов запомнил эти слова и чуть позже воплотил их в жизнь. Это спектакль о любви, конечно же, о дружбе. Ну и основной такой какой-то темой является вот эта вот трусость, лицемерие. Потому что даже в самой пьесе этот мотив он прослеживается. Надеемся, что этот спектакль с потрясающей, великолепной игрой актеров порадует, ну и позволит отдохнуть всем зрителям. Спектакль «Мифоман» – последняя премьера этого театрального сезона, но не последняя в этом году. Челнинцев ожидает постановка по произведению Островского «Лес». Еще одним сюрпризом станет спектакль по произведению Аяза Гилязова. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. С компьютером на «ты». В Татарстане проходит региональный этап 12-го всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров России. Команду набережных Челнов представляют 10 студентов университета 3-го возраста, которые прошли отборочный тур в городской компьютерной олимпиаде. Какие задания им предстояло пройти, в сюжете Арины Шаминой. Ольга Богуславская на пенсии уже 10 лет. Раньше работала инженером-технологом. Чтобы быть, как говорится, в тренде, решила пройти курсы по компьютерной грамотности для пенсионеров. Челнинка участвовала в городском этапе Олимпиады. Теперь вошла в десятку лучших и представляет набережные Челны на республиканском этапе. В программе будет 3 задания. Мы не знаем пока, что еще за задания будут. Но я думаю, что это будет очень интересное задание. Мы много что узнали. И работа по компьютеру, и работа с картинками в компьютере, и поиск информации, потом работа на смартфоне, тоже какой-то поиск информации, делать скриншоты,
То есть этому тоже нужно научиться было. Набережные Челны на региональном конкурсе представили студенты университета третьего возраста, которые прошли отборочный тур в городской компьютерной олимпиаде. На выполнение задания участникам дали 2 часа. Конкурсанты проверят свои знания в поисковой системе Яндекс. Они покажут свои умения, знания и навыки в работе таких мобильных приложений, как пенсионные сервисы, да, электронные сервисы пенсионного фонда, также госуслугах и, конечно, будет информационная и финансовая безопасность. Победители республиканского этапа будут представлять Татарстан на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Финал запланирован на конец июня. Арина Шамина, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. Челнинские спортсмены вновь собрали урожай медалей – золотые, серебряные и бронзовые. На этот раз им покорилась вода Самары. Там прошли соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги». С победителями и призерами встретилась наша съемочная группа. Медали читать нельзя, примета плохая. Они верят в приметы, поэтому интервью дают после возвращения в Челны в статусе лучших. Челнинские синхронистки стали победителями всероссийских соревнований. Абсолютные чемпионки во всех программах – произвольной, технической, комбинированной, акробатической. Сейчас мы в купальниках от произвольной группы. Наша группа называется «Драконы». Она у нас уже старенькая, мы уже ее хорошо отработали, она у нас четкая, резкая. Но, конечно, лучшими они стали не только из-за суеверия. Синхронистки ежедневно занимаются по 10 часов в день. Могут задержать дыхание под водой до 2 минут. И на этих соревнованиях главными соперницами для них были челнинские спортсменки. В Самару отправили 2 состава. И девушки уверены, они достойны призовых мест. У них много сложных элементов. Более сложные – это связки под водой, потому что мы там задерживаем дыхание, и это для нас более сложно. И более длинные есть связки. Чем длиннее связка, тем тяжелее. До первого места не хватило того факта, что мы второй состав, а есть девочки сильнее нас. То есть первый состав. Есть, конечно, свои переживания, но все-таки, когда ты тренер, ты несешь большую ответственность за всех детей, за всю проделанную работу, не только за себя, как когда ты спортсмен, а за всю команду. Тренером, конечно, быть более ответственно и сложно. Второе место занял и состав в возрастной группе до 13 лет. Синхронистки уступили только спортсменкам из Москвы. Мы пытались изо всех сил бороться, но, к сожалению, там немного проиграли. Сейчас у синхронисток небольшой отпуск, а уже летом новые соревнования. Эльмира Гайнудинова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. Лето не за горами. Для многих это идеальное время обновить свой домашний интерьер. Выбор обоев – самый сложный процесс, к которому нужно тщательно подготовиться и потратить достаточно времени на поиски. С новым магазином обоев эта проблема исчезла. Гипермаркет обоев «Премьера» впечатляет своими размерами. На 1300 квадратах размещаются более 2500 обоев, тщательно подобранные новинки от ведущих мировых и российских брендов. Разнообразие цветовых решений, узоров и фактур впечатляет. Здесь каждый найдет обои по душе. Сеть центров обоев «Премьера» является партнером для всех ведущих фабрик России, а также Европы. Со многими из них у нас заключены эксклюзивные контракты. Это позволяет нам предоставить нашим покупателям максимальный ассортимент по приемлемой цене. Семья Юнусовых недавно приобрели квартиру. Выбор обоев в «Премьере» их приятно удивил. Именно здесь они нашли то, что искали. Приятной неожиданностью для семьи стал подарок – именной сертификат на следующую покупку. Очень удобно ходить, смотреть, то есть разворачивать, отходить, смотреть примерно, как на стене будет выглядеть обои. Гипермаркет «Премьера» расположен на 2-м этаже торгового центра по адресу Набережные Челны, улица Машиностроительная, 39, вход с обратной стороны здания. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него вашему вниманию новости на татарском языке. На этом у меня все. До встречи на нашем телеканале.